Добрый вечер. У нас сегодня в гостях профессор Бахтияр Койчиев и профессор Мурат Сүйінбаев. Мы обсуждаем вопрос алфавита и вообще языка. В последнее время очень много поднимается часто вопрос о том, что надо менять алфавит, выбирать ненужные буквы, вводить новые, нужные буквы. И в то же время параллельно уже сколько лет, с 93 года, длится вопрос, который формально был решен, но потом все-таки не осуществлен, это переход на латиницу. Да? Какой шрифт лучше и вообще какой алфавит нужен? Кыргызстан уже сколько он на арабском в 19 веке писал, да? Потом на латиницу перешли в 20-е годы, потом в 40-41 годах на кириллицу перешли массово. В самом начале была руническая письменность, архоно-венесийская. Да, до арабского. И вот кто из вас начнет? И еще был короткий период латиницы. Ну, я сказал, что между 26 и 27 годами до 40-41, да? Ну, если начну, значит, я когда-то работал над концепцией культурной политики, и вот этот вопрос в концепции тоже рассматривался. И, в общем-то, пришли к выводу о том, что как только меняется алфавит, практически обнуляется предыдущее культурное наследие. И мы уже, вот как раз сейчас перечислили, так много и часто меняли алфавит, что у нас уже культурный хвост по шею обрублен, если так можно выразиться. И я думаю, если еще раз поменять алфавит, то это будет достаточно иметь катастрофические последствия. Не моментальные, но в отдаленном будущем. Но вот после первой революции 5-го года все говорили, вторую революцию Кыргызстан не переживет. А уже 3 пережили. И что мы себя очень благополучно ощущаем. Нет, в том смысле, что пережить можно. Да, но пережить-то можно. Дело не в этом. Главное в том, чтобы нарожить нормально. Дело в том, что ссылается на какие-то мифические преимущества латинского алфавита по отношению применительно к кыргызскому языку. Я думаю, это дело десятое. На самом деле, если бы у нас была бы латиница и сказали, надо перейти на кириллицу, я бы также был бы против. Почему? Потому что у нас 99% библиотечных фондов и архивов, они на кириллице. Понимаете? И все эти, чтобы не утратить это, надо будет все перевести на латиницу и опять напечатать. Просто это невозможно чисто по финансовым соображениям. Ну, поэтому, когда в 1993 году приняли решение в Стамбуле, Кыргызстан подписал, кажется, Эркебаев, да, был вице-премьером, ну, подписали, что все перейдем, но не осуществлялось из-за вот этих финансовых вопросов. Не надо осуществлять, и слава богу, что не осуществили. Давайте просто посмотрим на опыт наших соседей. И по СНГ, скажем, в целом. Я думаю, более-менее нормально перешли на латиницу. Это Азербайджан и Туркмения. Почему? Потому что пока на тот момент единственная Турция пользовалась латиницей. И как раз Азербайджан и Туркмены, они относятся к одной языковой подгруппе. Так называют, как его? Агузское языку. То есть, в принципе, они могли использовать, скажем, самая большая проблема, это, наверное, учебники для вузов. То есть, они могли пользоваться турецким языком. Потом трудовые мигранты, по крайней мере, я не знаю, как в отношении Азербайджана, но туркменские трудовые мигранты едут работать не в Россию, а в Турцию. Азербайджан тоже? Ну, возможно, но я как-то особенно не встречал там азербайджанцев, поэтому не могу так утверждать. У нас же почти 1 миллион трудовых мигрантов в России, а мы с какого-то перепугу, я выберу болтаем о переводе на латиницу. Ну, не должно, наверное, зависеть там, какой алфавит и какое письмо использует народ из-за мигрантов. Я вот здесь не соглашусь. Я вот лет 20 назад был в Ташкенте, со своим другом встречался, там политологом. И
там немножко... Я сказал, я поднял тост за здоровье Ислама Абдуганиевича. Он удивился, я говорю, потому что, введя латиницу, он резко повысил конкурентоспособность кыргызских трудовых мигрантов. Они занимают более, так сказать, больше руководящих должностей, именно потому что они, так сказать, лучше владеют русским языком, чем, скажем, узбеки, таджики или там кто-то еще. Поэтому это немаловажно. И, извините, у нас перечисление трудовых мигрантов – это одна из важнейших статей экономики Кыргызстана. Через 50 лет мигрантов, допустим, не станет, и надо будет снова алфавит менять. Так вот поэтому и не надо его менять, понимаете? Не надо. Сейчас. Да. По крайней мере сейчас. Да. Как вы, вот, Бахтияр, считаете, латиница больше подходит к кыргызскому языку или кириллица? Или орходоенисейская? Если мы говорим в данном случае об алфавите, да, это форма, обозначающая фонетически. Форму можно менять, надо, главное, сохранять содержание. Содержание, культуру, историческое прошлое народа. Если касаться истории, то, ну да, орходоенисейские надписи – руническое письмо, древность. Если мы возьмем эпоху караханидов, это у нас называют Джусуф Баласагын и Махмуд Кашгари, это достояние всех тюркоязычных народов, но написано арабской графикой. Грамотные кыргызы пользовались арабской графикой для выражения и написания определенных текстов. Ну и далее вы правильно заметили, что реформа-то языка и образования литературного языка сначала формировалась на латинском языке. И действительно, алфавит был латинский. Евгений Дмитриевич Поливанов и Касым Тымыстанов разрабатывали его. И он функционировал. Он функционировал и был, но здесь нужно иметь в виду еще очень важную вещь. Потом, и скорее всего это было, конечно, тоже по политическим мотивам, потом внедряется кириллица. Но Ну, силовым методом. Силовым методом, безусловно. И потому что был съезд тюркологов в Баку в 20-е годы, где как раз-таки вот история имеет спиралевидность, где как раз-таки тюркологи говорили о том, что латинский алфавит приемлем, и можно его использовать для создания алфавитов новых языков, да, новых литературных языков. И потом уже по политическим мотивам вводится кириллица, но надо понять, что за годы существования советской власти кириллица вошла, фиксировала ментальность кыргызского народа, и более того, она стала культурообразующей. Вот именно язык, восприятие его. И я здесь согласен, резкая смена алфавита приведет к тому, что многие достижения, многие книги станут недоступны старшему поколению, среднему поколению. В Узбекистане мы с этим столкнулись. В Узбекистане сейчас существуют два языка, ну, в смысле, два алфавита, и в этом отношении это показатель, что быстрого перехода не может быть. Это, если это даже и есть необходимость в этом, то это долгосрочная программа. Здесь шашками наголо махать не стоит никоим образом. Хотя мы можем привести примеры сосуществования двух алфавитов даже у нас в Кыргызстане. Уйгурская газета «Итипак» выходит на арабском графике. И параллельно, не параллельно, а вот одна газета, часть газеты пишется арабской графикой, часть газеты пишется кириллицей. Притом материалы одни и те же. Да? Ну, вот в Татарстане, например, и сейчас, прямо сейчас, и кириллица действует, и на латинице тоже пишется, потому что очень много татар живут за рубежом, а они, когда выехали, еще не было кириллицы в Татарстане. Вот пример того, что один язык может оформляться, одеваться в разные одежды в этом отношении. И я даже, ну так, в порядке такой гипотезы, но почему бы тем рьяным языковедам, которые хотят переходить на латиницу и хотят иметь связь с тюркским миром, ну почему бы им не создавать, допустим, учебники, книги, используя латинский алфавит. Но здесь нужно понимать, что в любом случае на государственном уровне, чтобы работала система образования, науки, должен быть общепризнанный один алфавит.
И в этом отношении, мне кажется, сейчас кириллица в большей степени соответствует задачам меня, сохранению преемственности традиций культуры и для того, чтобы в дальнейшем развивать не форму языка, а развивать даже сам язык и развивать, собственно, все сферы духовной и общественной жизни. Поэтому мне видится вот такой переход, как, так скажем, на государственном уровне. Это преждевременно, и более того, прежде чем перейти, нужно очень научно обоснованные разработки. Нужно соизмерить кыргызские звуки латинским буквам. И я уверен, что тогда придется придумывать еще какие-то знаки. И это должно делаться высокими профессионалами, и это тоже очень сложный труд. И уровень Евгения Дмитриевича Поливанова, полиглота, с мировым уровнем, который это разрабатывал, мне кажется, на сегодняшний день кыргызским языковедам достаточно сложно это было делать, и здесь нужна такая определенная мозговая атака. И с 93-го года уже, извините меня, уже 30 лет. А почему ничего не научная экспертиза не проведена? Вот это говорит о том, что, наверное, вот это решение, это была декларация, может быть, отчасти политическая, чтобы войти в русский единый, в тюркский единый мир, да? Но декларация необоснованная, не социально-экономическим положением. Нет социально-экономических основ для этого. Да? Это очень дорогостоящий проект, если в масштабах государства. Представьте себе, все школьные учебники перевести на латиницу. Здесь еще произойдет разрыв поколений. Если сегодня родители могут помогать ученикам готовить домашние задания и так далее, с переходом на латиницу они не моют руки. И это тоже проблема. Учителя тоже умоют руки. Да нет, почему? Можно читать. В принципе, там такого сложного нет на латинице. Буквы-то все знают, латинские, на компьютерах работают. Нет, читать-то можно, но вот этот латинский принцип, который есть, как вижу, так и читаю, да? Как слышится, как и читаю, применительно к кыргызскому языку он не будет работать, да? Потому что есть долгие согласные, заднеязычные буквы, есть специфические буквы, которые требуют своего, такого оформления, да? Мне кажется, это достаточно сложно, и это возможно. Но это должен быть какой-то общенациональный консенсус. И надо иметь в виду, что у нас же есть еще и регионы со своими фонетическими особенностями, диалектными словами. Но учебники одинаковые для всех? Учебники должны быть одинаковые на основе единого литературного языка. Ну вот смотрите, вот вопрос такой. Обязательно ли, чтобы каждому звуку, или как там дифтонг-то назовем, чтобы обязательно каждому звуку соответствовала отдельная буква? Например, вот в кыргызском есть передний К, Гельдим, Гелятан, да, и Кыргызстан, да, заднее К. Обозначается одной и той же буквой К. Но люди нормально это воспринимают. Когда надо, они говорят К, русское, когда надо, говорят К. И это нормально, вот с молоком матери это все воспринимается. Ну, вы хорошо сказали, что это с молоком матери, и это работает закон сингармонизма, и это надо слышать эту речь. Вот чтобы выучить какой-то язык, надо слышать. Но, уверяю вас, вот для постороннего уха, да, для человека иной национальности, он эти различия слышать не будет. А почему мы должны об этом заботиться? А потому что, наверное, мы все-таки хотим, чтобы кыргызская культура, кыргызская литература была не изолирована, и все-таки, чтобы была возможность у представителей других народов тоже изучать ее. Да? И вот в этом отношении, мне кажется, все-таки. И принцип «одна буква, одна фонема», он очень трудно исполнимый. Если такой принцип будет, то алфавит будет, уверяю вас, очень не запасешься. Очень широкий, да, и в письме это будет сложно, да. Мы знаем, что дифтонги есть в английском, во французском языке, во французском это вообще сложно, да, потому что
Несколько букв, которые не Несколько читаются. букв, да, они не читаются, либо сочетание их дает совершенно... Либо обозначает совсем не то, что написано. Вот Рено, там Ренаult. О, да, означает А-У-Л-Т. Причем здесь О. О. Ну и в английском же тоже си. И как си читается, и как к читается в разные моменты. Но люди к этому привыкают. И даже есть такие теории, что тем самым язык сам себя защищает. Потому что, вот как мы сказали, с молоком матери это люди же не по ученикам учат свой родной язык. Они с детства учат в семье, там, во дворе Я думаю, и так это далее. конспирология созвучает. Среде. Это просто чем древнее язык, да, вот имеется, в виду, то тем больше в нем, вот так же, как в программе Заимствование, здесь, да. как его сбои происходят, да, и появляются вирусы и т.д. То есть происходит, в общем, языки искажаются. Вот, скажем, французский язык, он древнее, чем английский, поэтому там много вот таких вот несуразиц. 4 буквы в слове Звук один. «Рено» обозначает «О», при этом ни одной буквы «О» там нету. Нет, язык – это самоорганизующая Да. стихия, но здесь надо иметь в виду, что когда уже речь идет о возникновении национальности, единого государства, то здесь отчасти включается политический фактор. Французский язык только 3 диалекта. И это потому, что в 17 веке это абсолютистское государство, и реформа Малерба как раз-таки приводит к единому литературному языку. Сегодня в Германии множество диалектов, потому что еще в 18 веке перед Германией, ну помните, 17 век, 30-летняя война разрознена, еще в 18 веке перед Германией стоял вопрос о создании единого литературного языка для того, чтобы действительно объединить народ, во-первых, и во-вторых, чтобы он мог развиваться, да, духовно и культурно. Поэтому вот эти, мы, понятно, вроде бы отходим от темы, но нет. Это исторические аналогии того, как может развиваться язык и какова роль государства в этом языке. Потому что в развитии французского литературного языка большую роль сыграла академия, организованная кардиналом Ришелье. И до сих пор законы, когда принятые тогда, работают сегодня. Во Франции сегодня кинопрокат и издание каких-то текстов не на французском языке может занимать только 10%. И с тех пор эта академия существует, развивается и хранит бережно язык. И в этом отношении роль наших языковедов, возвращаясь к Кыргызстану, и роль Академии наук могла бы быть очень большой. Другое дело о том, какие это инициативы, потому что вы сами говорили, была инициатива, допустим, изменить правописание в кыргызском языке, которая закончилась крахом, но на которую были потрачены очень большие государственные деньги. И я боюсь, что если вот так популистски, идя по зову некоторых политиков или, так скажем, амбициозных языковедов, мы бросимся в эту пучину, то результат может быть тот самый. Потрачены огромные деньги, а фактически это может привести к тому, что мы окажемся на том же состоянии или еще хуже. К определенному откату, к действительно забвению многих книг, не функционированию их в учебном процессе, так скажем. Поэтому это очень сложный вопрос. Единственное, что здесь нужно, это трезвая голова, очень хорошее социально-экономическое обоснование и очень серьезный филологический труд. Только после того, когда будут варианты алфавита, только после того, когда будет проведен конкурс и международная экспертиза, только после этого можно говорить. Международная? Конечно. Конечно, международная. Кто это должен международный? Турция? Ну, прежде всего и, возможно, носители тюркского мира. Вот с Турцией было по-другому. Когда Ататюрк переводил Турцию на латинский язык, там было 10% грамотности. И это было проще сделать. А теперь представьте Кто раньше перешел на латиницу? Турция или Центральная Азия наша? Турция, она же в 20-х годах перешла. И те, и другие 20-х. Но вот по годам кто раньше? Я думаю, они раньше перешли. Раньше.
вот эти вот нынешние постсоветские страны, они перешли на латиницу где-то в 30-х годах. Тунстанов в 22 году написал свой труд. В 22 году. Это не значит, что он прямо тут же был реализован. Нет, ну по датам я точно сейчас сказать не могу, но процессы-то пошли одинаковые. Турция переходит на латиницу, образование и все, а здесь же ликвидация безграмотности и все остальное и происходило под знаком кириллицы в основном. И создавались книги, создавались газеты, писались книги, переводы на кыргызский язык. Это все происходило кириллицей. И более того, я не вижу проблемы, вот когда объясняют и говорят о том, что это сблизит тюркоязычные страны. Но, извините, при современном глобальном мире, при современном состоянии языков, и это, ну, я не думаю, что это будет таким большим прорывом, потому что турок прекрасно поймет кыргыза, говоря, а прочитать ему перевод, допустим, на латинице не составляет никакого труда, да? Так же, как грамотному кыргызу прочитать турецкий, ну, какие-то турецкие вещи на кириллице тоже не составляет никакого труда. Я расскажу анекдотичный случай. Мы по дороге в Ош, я сидел впереди, а сзади сидел мой папа и профессор Арифбей из Турции. Они все время говорили, каждый на своем языке. А когда мы уже подъезжали к месту назначения, мой папа пошутил и сказал: слушай, как я хорошо знаю турецкий язык. Я всю дорогу с тобой говорю на турецком. А тот ответил: да нет, я всю дорогу с тобой говорю на кыргызском. И при этом каждый говорил на своем языке. Поэтому, мне кажется, это обоснование, ну, не самое главное. На самом-то деле нас объединяет история, язык. Я имею в виду не формальное обравление, а язык, лексический, семантический состав языка, да, фонетический язык. Нас все это объединяет, и если всех одеть в единую одежду, так скажем, это ничего не изменит. И я вспомню просто единство многообразия. И совершенно прав был Мурат Байке, когда приводил в пример, допустим, Туркмению, но там моноязычная страна. А у нас Кыргызстан многоязычная страна. Давайте мы тоже об этом забывать не будем, да? Еще вот про Турцию, то есть и там причины перехода на латиницу, они были политические. Так же, как и у нас в 30-х годах, когда перешли на латиницу. В 30-х годах на латиницу перешли, потому что, так сказать, большевики тогда готовились и надеялись, что будет всемирная революция. И вот тогда кыргызы, турки, которые будут владеть латиницей, они смогут там осуществлять революцию в Турции там, и какие-то другие страны. То есть это был, когда стало понятным, что всемирной революции не будет, тогда этот проект перехода на латиницу, он стал не нужен. Ну, собственно говоря, вот так же, как и Коминтерн стал не нужен. А в Турции там была задача у Ататюрка была сделать Турцию европейской страной. И кроме того провести... Нам не надо быть европейцами. И кроме того, это преследовало в том числе цель секуляризации, чтобы уменьшить влияние духовенства. То есть там как сказать, я не встречал там, что каких-то глубокомысленных рассуждений о том, что латиница лучше, чем арабица и так далее. То есть цели были политические. Вот поэтому я к тому, что при решении, обсуждении этого вопроса не должны влиять какие-то сиюминутные политические конъюнктуры. Потому что потом эта конъюнктура закончится, и мы зависнем вот так же, как Узбекистан завис со своим этим переходом. А в Казахстане как сейчас? В Казахстане президент высказался о том, что этот процесс не надо торпедировать, что это должно быть взвешенно, постепенно. И более того, ведь эта инициатива была президента Казахстана о том, чтобы
придать русскому языку особый статус, да, вот в этих международных сообществах. И даже выделить какой-то, так скажем, создать особый институт какой-то, да, для функционирования и поддержки русского языка. Я понимаю, что я уже ухожу в язык от алфавита, но в принципе мы все хорошо понимаем, что это вопросы взаимосвязаны. Это же при Назарбаеве началось, Да. латиницу, переход на латиницу Да. А вот сейчас они этот процесс приостановили. приостановили. Да? Приостановили. И лет 10 назад, я точно сейчас не могу сказать, в Таджикистане обсуждали вопрос о том, чтобы вернуться на арабицу. Ну, потом они Москва сказала нет. благоразумно решили все-таки не возвращаться на арабицу. А вот могло бы, например, министерство, кто этим заведует, образование, да, наверное, разрешить там, допустим, школьные учебники пусть будут на кириллице все эти, во-первых, на языковые учебники, другие, там история и так далее, но и не запрещать что-то делать на латинице, например, пусть там художественные какие-то произведения, какие-то научно-популярные выходят на латинице. Так постепенно можно два алфавита параллельно могут использоваться, а потом, может быть, созреют и перейдут на латиницу. Не, вы знаете, я бы вот по поводу Министерства образования я бы подумал, да, все-таки там механизмы такие, что должен быть госстандарт, предметный стандарт, да, это тоже достаточно бюрократизировано, но о том, чтобы, допустим, ученые разрабатывали, может быть, факультативно, может, в каких-то общественных организациях люди работали бы над латинским алфавитом и создавали книги, я бы не возражал. А и сама жизнь, Вот вы сказали, и типа этого. сама бы жизнь показала. Ну, вот вы напомнили Типак, но я помню одну статью очень хорошего писателя, уйгурский писатель, писавший на русском языке, Исраил Мамонович Ибрагимов. Так вот, у него была статья о том, что ментальность уйгуров, пишущих на арабской графикой, отличается от ментальности уйгуров, пишущих кириллицей. То есть все-таки возможно, форма когда-то меняет и на содержание. Так, может быть, вот латиница ментально больше подходит кыргызам, чем кириллица? Неизвестно. Я не знаю таких каких-то... Ну, Нет, исследования. Нет, Исследования. здесь историко-культурная основа, потому что на арабском в основном пишут и читают те, кто получил образование в Китае, в уйгурских школах, а те уйгуры, которые получали образование здесь, на территории Кыргызстана или Советского Союза, они пользуются кириллицей. Но надо иметь в виду, это ведь изменения уже ментальные. Совершенно понятно, что получение образования на одном алфавите – это другие источники, это другие тексты, это другие носители, да? Другие знания, другие факты. Потому что это другой мир. Вот кириллица в данном случае – это вхождение не только в русский мир, но через него в европейский мир. Вот латиница в данном случае – это может быть вхождение напрямую в европейский мир. Но вы говорили, что Европой нам становиться не надо, да? Это не я, это он сказал. Я так не говорю. Я убежден, что мы при любых обстоятельствах должны сохранять свое лицо и являться... Так, может быть, тогда к Орхоно-Енисейскому вернуться? Вот, я как раз вот это хотел сказать. Но не сейчас. Дело в том, что вот когда будет реализован проект электронной библиотеки Гутенберг и автоматизированные переводы с одного языка на другой, этот компьютерный перевод. Ну, сейчас это вопрос не технический, это вопрос авторских прав. Для этого во всем мире все должны отказаться от своих авторских прав. Тогда может быть единая глобальная библиотека, электронная библиотека. И вот тогда можно было бы перейти на Орхоно-Енисейскую. Вот, кстати, я думаю, она как раз больше соответствует тюркским языкам и кыргызским языкам. Нет, вы знаете, с точки зрения истории языка, руническое письмо – это более ранняя, древняя стадия. И там другие языковые принципы, и мне кажется, возврат назад – это не совсем.
Потому что на самом-то деле руническое письмо – это не фонетическое построение, да, а это знаковое, понятийное. Полуиероглифы, да? Да. А на самом-то деле, вот, кстати говоря, Япония нам дает тоже прекрасный пример. Ведь Япония не удовлетворилась иероглифой и создает японскую азбуку кана. И делается это... Сейчас, да? Нет, это было еще, по-моему, в эпоху Мэйдзи. Да. Вот как раз таки, когда Япония переходила на буржуазный путь развития, и это своеобразная эпоха просвещения, да, для японцев, и они хотели входить в мировое сообщество, и они понимали, иероглифическое письмо очень сложное. Для образования, массового образования, да, для просвещения народа должны быть другие принципы. И вот это пример того, кстати говоря, и сегодня есть иероглифы, и есть азбука кана. Да? Это пример того, что чем толерантнее, терпимая культура, в ней могут проявляться самые разные. Я не исключаю, что может быть какая-то организация, возглавляемая Мурат Байке, которая разработает руническое письмо и будет... Это дело филологов. И будет продвигать этот проект, а почему нет? Кстати говоря, вот эти компьютерные знаки, лайки, там, улыбка, сочувствие, сострадание, да? Есть такой мем, в компьютере показывают рядом с руническими текстами и говорят тому, что вот мы к этому вернулись. Так что я не исключаю, что технический прогресс приведет к тому, что будет своеобразный интернет-язык, глобальный язык, да, который вот будет разговаривать вот таким образом. Это тоже... Надо подождать, когда это произойдет, да? Да, но... И подождать вот это вот развитие вот этого компьютерного перевода. Вот тогда, тогда может быть... Гутенберг, да, то, что вы сказали? Да, тогда может решаться вопрос вот с этим, то, что 99% библиотечных фондов, оно на кириллице. Тогда это не будет препятствием. Это не значит, что обязательно надо перейти на другой алфавит. Ну, лет через 20, там, к примеру, если произойдет. А мы еще не знаем, какая будет ситуация в целом мире. Вообще, по-хорошему, в целом ситуация в мире, она тоже влияет определенно. И я могу сказать, что ну, вот в связи с последними изменениями и смещением центра тяжести в Азию, Китай поднялся, Индия стала первой по населению, да, это говорит о том, что то движение, которое осуществил Ататюрк, стать европейской страной, оно сейчас как не является каким-то актуальным мейнстримом, цивилизационным. А это, я думаю, это тоже связано с языками, с алфавитами и так далее. Ну вот, кстати говоря, тоже очень яркий пример. Facebook был англоязычным, русскоязычным, да? Но сегодня есть Facebook кыргызоязычный. Да? И пример того, что... Интернет. Нет, и пример того, что на базе сегодняшнего алфавита, сегодняшнего языка мы можем входить в мировое пространство вполне и использовать его достижения для себя. И, кстати говоря, я думаю, уже сегодня технологии такие, ну, понятно, там переводы достаточно такие, ну, неказистые, скажем, но содержание передает. Google переводчик вполне себе передает содержание. Наши шедевры, скажем так, литературные, там, Калык, например, да, Касмалы, Алыкул, Чингиз Айтматов на кириллице написаны. И получается, в принципе, менталитет и культуру, и все, что кыргыз думает, можно вполне очень даже на кириллице выражать и создавать шедевры. Если перейдет народ весь на кириллицу, через сколько лет такое возможно? Создание шедевров Сейчас еще на латиницу. В отношении архао-енисейской письменности. Ну ведь евреи же вернули к своей древней письменности иврит. Создали из нуля, да. Восстановили. Ну, алфавит там и знаки, и вот эти иврит, но многие слова, которых в древнееврейском языке не было на иврите, они воссоздали. Вот я к тому, что есть опыт такой восстановления и возрождения древнего алфавита какого-то. Умерших. Да. Мертвого на тот момент. Зачем восстанавливать? Нет, я не говорю, что надо. Я просто говорю, что есть опыт. Если понадобится, к примеру, да,
Я не говорю, что обязательно понадобится. Вот в Чехии в XVIII веке все говорили на немецком. Чешский язык, он был такой провинциальный, только в глубокой деревне там говорили на чешском. И вот профессор Юнгман вместе с учениками написал 5-томный словарь немецко-чешский. Очень много слов они просто сами придумали, чешские, которые будут соответствовать немецкому аналогу. И вот вам нормальный, хороший чешский язык, сейчас все нормально говорят на нем. Одним из этих новоделов слов мы тоже пользуемся. Робот, да? Это же из чешского языка. Да, да. Он хотел на английском создать какое-то слово, чтобы обозначить робота. Писатель Гашек, да? Или Чапек? Чапек. Карл Чапек. Карл Чапек. Вот. А он 2-3 дня думал, жена спросила, а что ты думаешь? Он, да вот надо обозначить такого вот механического человека. Он говорит, да возьми чешское слово робота. Ну, мы опять приходим к тому, что здесь вопрос все-таки социально-политический отчасти. Потому что Австро-Венгерская республика, куда входила и Чехия, да? Империя, да? Тот же Кафка, живя в Праге, еврей по происхождению, писал на немецком языке. Да? То есть, а вот когда уже становится страна необходимой, это актуально для национального самосознания, актуально для роста, тогда и вот происходят такие процессы. Но поймите одну вещь. Кыргызстан сегодня независимое государство. Есть историческое прошлое, зафиксированное в текстах. Есть культурообразующие какие-то факторы, которые сформировались у кыргызов именно в советский период. И именно потому, что они писали, изучали и жили именно вот в этом контексте. Да? И очень важно, мне кажется, сохранить эту вот культурную преемственность, культурную парадигму. И вместе с ней выходить в более широкий мир, и в тот же мир, в тот же тюркский мир, не только в тюркский мир, а сотрудничать с самыми разными странами мира, но не порывая вот эту традицию, так скажем. Ну и еще один пример просто. В советское время кыргызскую литературу или зарубежную литературу, допустим, немецкую литературу переводили на кыргызский язык посредством русского языка. Но сегодня, был, по-моему, один из немногих, это Абдыкерим Джилдошбеков, владеющий немецким языком, который напрямую переводил вот, с немецкого на кыргызский. Сегодня русский язык как посредник не нужен. И многие переводят напрямую, да, с французского, немецкого, то есть уровень знания и уровень такой художественной, профессиональной личности выше. Но переводят же, пользуясь кириллицей, и это не мешает читать, воспринимать языки, которые на латинском языке, но переводить на кириллицу мы узнаем и познаем мир точно так же. Зачем переходить и мотивировать это тем, чтобы мы ближе были к мировому сообществу? Зачем для этого менять одежду? Да? Мне кажется, это не актуально. И самое главное, это не актуально, потому что Кыргызстан не находится в таком социально-экономическом положении, чтобы делать такие дорогостоящие проекты. Мне кажется, есть более важные проекты. Да? Ликвидация безбедности, поднятие прожиточного минимума на достойный уровень. И до минимума, который в Конституции записан. Да, хотя бы до минимума, да, и пенсия. То есть, вот мне кажется, во главу угла, помните вот эту опять пирамиду Юма, давайте мы сначала биологические, социальные, экономические потребности решим, да, а потом уже будем думать об одежде, в которой мы придем в мировое сообщество. У нас время подошло к концу, мы чуть-чуть перебрали даже. Извините. Спасибо большое. Это, наверное, еще много. Под разными углами зрения, наверное, надо эти вопросы обсуждать. Спасибо большое. У нас в гостях были два профессора, Бахтияр Койчиев и Мурат Сюньбаев. Спасибо большое. До свидания. До свидания.